барлық ерекшелер, аралықшылар, базы алжылар. Біз удырлып шаусырырды республика синында кіртірішіткен қайжы нымақшылар маринда алыптық нымақ харазы. Шарыдылған Хакас республикасы көстелден сығар 30 жазынға, базы шарыдылған алыптық нымақ шығына. Марық кіртіріші Хакасияның Министерство культурасының полызинын марық көстен базы ертірші Семен Прокопьевич Кадышевтың адының культура базышон ұзын келечін күн. Амды прай аралышчыларды по алызар хыхшабыз. Баргаякова и Юлия Павловна Асхыз. Потин Ока Ахасхы Оржу аймағы. Шадрина Анна Архиповна Широ аймағы. Шалтынвас Халпарыс Ағбын. Хамзы Таржан Ахасхы Арджо аймағы. Асойчақ Тагир Ағбын. Мербет Иргит Ағбын. Карамашева Алевтина Васильевна Пильтеран. Харатай Каскараков Ағбын. Отамай Сор Ағбын. Албычаков Вячеслав Вадимович Ағбын. Салмын Камат Ахасхы Ағбын. Үлбір Төгеші Ағбын. Сөз беруші Хакас Республикасының культура министріне Светлана Анатольевна Окольниковаға. Дорогие друзья, наши уважаемые участники, сегодня, как сказать, наверное, одно из самых знаковых, самых важных мероприятий года Хакасского эпоса, объявленного в республике в этом году. Конкурс посвящен 30-летию образования республики. Это достаточно серьезная, праздничная дата, и я говорю сегодня со слезами в глазах об этом, потому что, конечно, вот этот финал конкурса, эта ночь богатырских, героических сказаний должна была проходить в рамках Тутбаяма на Сакайской поляне. Вот сейчас буквально старт должен был дать. Но вот эта пандемия, она мешает всему. Конечно, мы готовились. Конечно, наверное, мероприятие было бы в другом формате и в другой окраске, потому что огромное количество зрителей, жителей, которым это важно, которым это нужно, смогли увидеть бы эти замечательные исполнения. И, наверное, год хакасского эпоса, так и хочется сказать, героического эпоса, в Хакасии объявлен не случайно. Сегодня это уже, наверное, главный праздник, главное событие, потому что эпос читают, поют не только в последние годы жители возрастного такого, да, сегодня возрастной категории наших жителей, но эпос в Хакасии помолодел. У нас сегодня на эту часть много молодежи. Это и в прошлом году, в ночь героического эпоса, который прошел в Але Верхней Тёе в октябре, в Кичичаковском музее, мы видели, сколько было молодежи, участников. Сегодня эпосом занимаются и активно изучают его учащиеся в детских школах искусств. И даже в Академии, в Институте искусств, в нашем музыкальном колледже открыта Академия одаренных детей, где есть школа читханистов. Вот Сергей Трофимович ее основал, и сегодня дети, маленькие дети с 3,5 лет занимаются изучением хакасского эпоса. Поют тахпахи, поют эпос, маленькие еще произведения на хакасском языке. Это говорит о том, что он востребован, что это сегодня одно из основных направлений, наверное, хакасской музыкальной культуры, нематериальной культуры уже мирового уровня. Поэтому, конечно, большое значение мы сегодня уделяем поддержке этого направления. И этот конкурс, в том числе, призовой фонд в этом году правительство увеличило значительно. Гран-при будет составлять 250 тысяч рублей. Первое, второе и третье места в возрастной категории будет 150, 100 и 70 тысяч соответственно. И я вам хочу сказать, что это не предел. Мы будем наращивать призовой фонд на следующий год в гораздо серьезных объемах, потому что важно поддерживать носителей
эпоса. Важно поддерживать тех людей, наших сегодня намахчи, сказателей, сказителей, да, которые сегодня изучают, занимаются изучением эпоса. И действительно, это большой пласт культуры. У нас уже издано более 30 произведений героического эпоса в Хакасии. Предстоит еще огромная работа. Мы сегодня понимаем, что вот полгода, я сегодня промониторила, готовясь к открытию, только 9 республиканских учреждений культуры за полгода 150 мероприятий провели, посвященных хакасскому эпосу. Это серьезная дата, и серьезная цифра, и говорит о том, что есть потребность, есть желание, ставятся спектакли по мотивам хакасского эпоса, издаются книги, проводятся лекции, проводятся семинары по изучению эпоса. Это вот то, чем сегодня республиканские учреждения культуры занимаются в год эпоса и делают это с удовольствием. Очень, очень радостно, что он помолодел. Вот недавно было на мероприятии в Хакасской национальной школе искусств, где дети отрывки из эпоса выучили и прямо достаточно протяженное время могут говорить и могут рассказывать. Музыкальное произведение исполняют на основе хакасского героического эпоса. И достаточно профессионально. То есть растет уровень, растет желание у детей заниматься этим очень серьезным и сложным видом народного творчества. Я вас всех поздравляю уже с тем, что вы на этой сцене. Вот вы смелые, пандемия бушует, но нас ведь не сломишь, правда? Мы с вами одели маски, мы сделали прививки. Это нужно обязательно делать. Если бы наше население, я призываю вот с января месяца всех абсолютно в культуре, вы все знаете, но сделайте прививки, чтобы мы могли вместе собраться на Тут-Байраме. Ведь подготовлена вся поляна уже, построены новые сцены, новые, Господи, Боже мой, трибуны для зрителей, абсолютно новые, все подготовлено. Вакцинирование прошло от этих самых... Обработка поляны от насекомых. То есть мы были готовы на 100% принимать гостей своих, праздновать наш Тут-Байрам, которому 40 лет, и как не можем отметить. Мы должны это сделать все равно. Мы же верим в то, что наши праздники, это душа народа, должны быть обязательны. Мы должны к своей культуре приобщать всех, кто живет на этой благословенной земле, и пережить все эти кризисы, все эти пандемии достойно, сохранить здоровье свое, ну и поберечься по возможности. Ну а сегодня в камерной обстановке, в такой, нам никто не помешает спеть свои сказания, получить призы, получить подарки. Но сейчас я должна вот всем участникам, всем, кто вышел на сцену, всем, кто готов бороться, а это, извините, борьба, это серьезная борьба. Ночь богатырских сказаний должна выявить самых сильных, самых мощных, самых выносливых, самых талантливых, потому что это большой талант исполнять эпос сегодня. Это, как говорят у нас мудрые старшие, эпос — душа народа. Вот пусть эта душа будет всегда с нами, и пусть нас с вами поддерживает вся молодежь Республики Хакасия, потому что за ней будущее культуры и будущее героического нашего народа. Спасибо вам всем. Амды улуг мисыхтар аралышчыларга. Баргаякова и Юлия Павловна Асхыс. Давайте вот так, как раз презентация у нас будет. Юлия Павловна. Я не знаю, что там. Нас поздравляют с началом праздника. Будет ока Ахаска от Джоймада. Шадрина Анна Архиповна Шируаймада. На том Байраме они, когда я приезжала в район, все говорили: дочечка, мы платья красивые пошили, мы прививки поставили, мы так хотим праздника. Понимаете, вот душа разрывается именно от того, что мы, наше старшее поколение, наши коллективы, не соберем всех вместе, не споем, не хлопаем друг другу, не сходим в гости, не попробуем мед, да? Шалтанмас Халпарес Ахбан. Хамзы Таржан Ахаска от Джоймада. Конечно, тут состязаться будет очень сложно с такими... Асачах Тагир Ахбан. Мирген Ирвин Ахбан. Карамашева Алевтина Васильевна Пихтера. По-моему, было в октябре в Чачаковском музее. Ну да, ведь я
Анатолий Таскараков Агбан. Отамай Сор Агбан. Албычаков Вячеслав Вадимович Агбан. Салгын Камат Ахаскар. Тюльбер Пегечи Агбан. Алгыс болсын, Светлана Анатольевна. Слово скажу, кто у нас будет Судить этот очень важный конкурс председатель жюри Вячеслав Николаевич Кученов, народный артист Хакасии, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия. И я хочу поблагодарить Вячеслава Николаевича при всех участниках за то движение, которое в республике на протяжении последних лет по развитию эпоса, по поддержке эпоса, по вовлечению молодежи. Видите, сколько молодежи. Это все вот практически молодежь, выученная, обученная. Прямо вот обученная серьезной школы Вячеслава Николаевича. Ну и наши музыканты. Сергей Трофимович Чурков, мастер чонузы, народный мастер чонузы, мастер-изготовитель, педагог музыкального колледжа Института искусств и руководитель школы чертанистов Академия Дарюны Детей Лестница. Я очень горжусь, то, что у нас есть в Академии целая школа чертанистов, которая сегодня настолько звучит на всех праздниках и на всех мероприятиях, посвященных эпосу. Малыши уже поют. Малыши уже готовят смену. Это настолько важно. Поют на хакасском языке. Вот в рамках Чирчияна у нас, я просто призываю сейчас все республиканские праздники, мероприятия, которые посвящены 30-летию Республики Хакасия, независимо, кто их готовит, но чтобы в каждом мероприятии обязательно была какая-то площадка, посвященная эпосу. Так вот, артисты в рамках Чирчияна, их там 17, по-моему, человек уже в афише, будут петь эпос. И открывать этот праздник будет школа юных чертанистов от Сергея Трофимовича Чуркова, как показатель того, что эпос в республике есть, развивается и очень серьезно молодеет. Вот. Заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Евгений Александрович Лубашев, солист Хакасской республиканской филармонии. А вот еще я забыла, все члены жюри. Наталья Шулбаева, Апнияли. Наталья Шулбаева, молодой у нас исследователь, научный сотрудник Хакасского научно-исследовательского языка и литературы. Вот это члены жюри. Я желаю всем успехов, желаю победить обязательно, потому что хакасский эпос — это уже явление мировой культуры. И то, что вы его несете, то, что вы его пропагандируете, то, что вы его любите, это сегодня уже заслуживает огромных аплодисментов и уважения к вам. Спасибо огромное. Ну что, начинаем? Алгыс болсын, сөз беруші Шалтымыз хал парысқа. Менде шын жақсызы. Үйіннің ині тілі халық бірігізінің адынан, зенейді бені чектігінің адынан. Улып алғыз шетірілігі Семен Прокофьевич адының культура күніне. Мұнда алыпты намаға қай айдың шыққан үшін. Анар бұл ұлығынымыз сәйкті Анна Николаевна Сергей Шетіштеріз. Иди алып намақ көтеді шыққан базы. Шаңғы жылыға берсем тендер подкуп, анар. Мен не член жюри. Шем ана Сергей Шетіштеріз. Алгыс болсын, арлық аралысшылы біз шәгішлерге темненіргі параға. И біз қықшауыз бері бастағы аралысшыны